частности, вносятся поправки, запрещающие дискриминацию в сфере оплаты труда в отношении работников направляющей стороны. Глава государства подписал Конституционный закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания услуг по предоставлению персонала. Так, в Трудовом кодексе появилась новая статья «Порядок осуществления деятельности по оказанию услуг по предоставлению персонала». Кроме того, предусматриваются дополнительные оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска для работников направляющей стороны, занятых на тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями труда. Также поправки предусматривают установление повышенных должностных окладов или доплат работникам направляющей стороны, труд которых осуществляется на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда, сокращенную продолжительность рабочего времени работникам направляющей стороны, труд которых осуществляется на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда. Вместе с тем направляющей стороне запрещено заключать договоры с принимающей стороной на оказание услуг по предоставлению персонала в случае непредоставления результатов аттестации производственных объектов по условиям труда. Также введена обязанность работодателя отстранять работников направляющей стороны от работы в случае их появления в состоянии алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения. В то же время предусмотрена обязанность работников стороны проходить профилактические медицинские осмотры в соответствии с актами принимающей стороны. Как поясняется в законе, работники направляющей стороны, работники, привлекаемые на основании трудового договора, заключенного с направляющей стороной в соответствии с договором на оказание услуг по предоставлению персонала. Принимающая сторона, физическое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в том числе крестьянское или фермерское хозяйство, привлекающее для работы работников направляющей стороны в соответствии с договором на оказание услуг по предоставлению персонала. Ряд поправок также внесены в Гражданский, Предпринимательский кодексы и некоторые законы.